Лен языком не треплют, крепко наказать пьяницу Червятникова в ряды сталинских ударников. Такими емкими и цепляющими заголовками в советские годы пестрели страницы выпусков тогда еще колхозника. Вот так выглядела первая полоса номера от 23 июня 1941 года. Крупным шрифтом обращение Молотова о начале войны. Причем на коми-языке. На нем тогда выходили все материалы. Разве что заметки о разводах писали на русском. По закону известия о распаде семьи придавали всеобщие огласки. И именно это зачастую останавливало от опрометчивого шага. В статьях работа лесопунктов, ферм, критика нерадивых работников. Чем жила газета все эти годы, читатель смог увидеть в цикле публикаций, выбранных из старых подшивок газеты. Мы познакомили читателей с первым номером, который призывал: товарищи колхозники и работающие единоличники, сильнее сплотитесь со своей районной газетой. Товарищи селькоры, вставайте в первые ряды ударников. Сегодня в редакции уже современной газеты готовят новый номер на следующую неделю. Издание, как и 85 лет назад, выполняет главную миссию районки – рассказать людям об экономической, социальной, культурной и спортивной жизни муниципалитета. Неизменный остается и герой, рядовой житель. В очерках и статьях корреспонденты стараются рассказать об известных земляках и их судьбах. И, что немаловажно, обратная связь с читателем не обрывается. До сих пор мы получаем письма, мы получаем звонки. Каждую неделю о каких-то проблемах нам люди рассказывают или просят написать о своих интересных земляках. Мы получаем сегодня сообщения и в социальных сетях, нам люди подсказывают темы. И по электронной почте. Так что вот эта связь с читателями, самая близкая, она не утрачена, она продолжается, и этим районные газеты сильны. Сегодня газета старается удержать каждого читателя. Молодежь через социальные сети, людей зрелого возраста, новыми рубриками и темами. А совсем недавно на странице периодики вернули коми-язык с переходом в редакцию Натальи Кузнецовой. Кстати, журналистка и одна из ее коллег к юбилею преподнесли подарок. Стали бронзовыми лауреатами российского конкурса «Патриоты России». Статья корреспондента районки про историю репрессированных немцев и поляков, живших в одном из лесных поселков муниципалитета, запал в душу членов жюри. Вот эти люди изможденные, голодные, они по одному камушку каждый в кармашке тащил. Вот каждый из этих вот людей репрессированных и построили они эту булыжную мостовую, чтобы хоть какой-то кусочек европейской культуры был у них там в этой тайге. Они так скучали по своей родине. Здесь вырастили и воспитали немало известных репортеров республики. Как говорят сами корреспонденты, именно районная газета сохранила традиции старой школы журналистики, когда нет сухих пресс-релизов, а есть живое и тесное общение с простым народом. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.